Здравствуйте, уважаемые коллеги, специалисты. Очень рада вас всех сегодня видеть. Спасибо большое, Олег Несторович, за такое своевременное мероприятие перед сезоном. Конечно, хотелось бы встречаться раньше. Любая встреча экспертного сообщества, она очень важна для нас. И сейчас, когда время особенно бросает новые вызовы и угрозы, особенно для туристической отрасли, если говорить о готовности нас на сегодняшний момент к приему туристов, то здесь хочется, конечно, наверное, сказать о хорошем. Потому что с каждым годом у нас инфраструктура в этом направлении. Конечно, хочется, чтобы быстрее все развивалось, но хочу заметить, что инфраструктура налаживается в плане того, что и отели раньше готовятся. Вообще, все отели, сейчас очень много, количество большое открылось отелей полного цикла, которые работать хотят круглый год, и они, в принципе, готовы круглый год встречать туристов, и поэтому они готовы всегда. Заканчиваются стройки, которые должны были закончиться, чистятся территории. Недавно я посещала несколько городов, и Гагру, и Ачимчиру. Все готовы, все хотят встречать туристов. У каждого, конечно, свои проблемы внутренние. Сейчас их всех озвучивать не буду, но я их озвучу в плане доклада. Но стало чище. Это отмечают мои туристы. Стало более... видно такую позитивную историю со строительствами, с уборкой. То есть такие моменты можно отметить. Теперь, наверное, обо всем понемножку. Скажем, что... О том, что туристическая индустрия Абхазии является одной из ключевых отраслей экономики страны, мы уже здесь говорили, замечали об этом. Но благодаря усилиям многих предпринимателей Абхазия привлекает все больше туристов. Действительно, предприниматели в это вкладывают очень много своих труда своего и стараний. И предлагают уже разнообразные виды отдыха. И уникальные природные, исторические, архитектурные достопримечательности нам это позволяют. Придумывать новые туры, новые маршруты, разрабатывать новые какие-то продукты, которые, в принципе, раньше их еще не было. Но одной из главных проблем является недостаточное развитие инфраструктуры. В каком плане? Особенно в отдаленных от популярных курортных районах, да? Это межсезонье. Опять повторюсь, наверное, все знают, это энергетическая проблема. И если отель маленький, если отель небольшой, то он, конечно, не может полностью обеспечить себя электричеством. Генераторы, конечно, ставят. Сейчас уже все прекрасно знают, что у нас будут проблемы с электричеством. Все ставят себе генераторы. Про Гагрский район я вообще молчу, потому что у них там все подготовлено для этого абсолютно, включая даже запас воды. То есть запас воды есть у всех отелей абсолютно. И еще недостаточно развитая логистическая история и история с дорогами. Но хочу отметить положительный такой фактор. На этих выходных ездили мы в Ткварчал, дорога там ремонтируется, мы проехали очень красиво, очень классно. После КПП до ресторана, к водопадам, там дорога уже такая гладкая, красивая, ровная. Так что все добро пожаловать, у кого низкие машины, уже можно туда проезжать. То есть, да, это, конечно, радует, когда дороги новые появляются. Это увеличивает поток туристический, и это вообще комфорт добавляется и для самих жителей. Самый, наверное, такой... сложный вопрос в данной сфере, в туристической, это проблема отсутствия четкой законодательной базы, регулирующей деятельность предпринимателей в туристической отрасли, и включая вопросы налогообложения, лицензирования, сертификации. Понимаете, туристическая сфера развивается довольно-таки интенсивно, и порой нормативные базы и законодательства, они не успевают за туристической сферой. У нас закон, мы об этом говорим очень давно. Мы говорим об этом постоянно, что у нас закон был принят очень давно, 2005 года, там какие-то поправки еще в законодательстве, в законе были, но закон старый, устаревший, он уже не отвечает тем современным даже терминологиям, которые существуют. Скажем так, койко-место – это уже не та терминология, на которую стоит опираться. У нас есть понятие номерной фонд, потому что
надо все-таки к международным стандартам более быть приближенными. Что касается сертификации самих отелей, у нас ввод в эксплуатации проводится, выезжают комиссии, проверяют, но все-таки хотелось бы, чтобы для наших туристов было более понятно, в какой отель они селятся, какой им ожидать от этого отеля сервис. То есть сервис – это зачастую не стоимость даже отеля. Мы все сегодня видим, что когда идет конкурентная борьба, и у нас идет демпинг-цен, то в отель 4 звезды можно попасть в 5 раз дешевле, чем в отель 3 звезды, если это позволяет какие-то внутренние рекламные маркетинговые стратегии разрабатываются там туроператорами, ательерами. И поэтому турист не понимает, в какой же отель он все-таки приехал и что ему от этого отеля ожидать. Ценой это уже не скорректируешь. Вот. Что касается, неразвитость вообще всех этих аспектов затрудняет и наше развитие, и привлечение иностранных инвестиций. Хочется сказать о последнем, например, это миграционная наша сейчас закон о миграционной политике. Изменения в законе поступили, что с 1 января необходимо каждому иностранному гражданину, который въезжает на территорию Республики Абхазия, платить 200 рублей за регистрацию. Возлагается это непосредственно на объекты размещения, то есть они должны вести этому учет. И только в марте мы проводить начали, в апреле, совещания какие-то с ательерами, стали поступать вопросы в Абхазский союз туризма, начали разбираться с этой темой. Конечно же, наши компетентные органы не говорят о том, что, ребят, вы должны сами следить о законах, об изменении в законодательстве и, конечно, быть как можно более законопослушными, узнавать о том, что происходит быстрее всех, так как вы в этом заинтересованы. Но, знаете, мне хочется здесь сказать о том, что давайте будем жить дружно. Мы все готовы законопослушно исполнять все законы и нормативные акты только тогда, когда они поступили ко всем вовремя. Потому что просто публикация, как я позвонила, говорит, мы опубликовали на Фейсбуке. Простите, но Фейсбук это не официальное информационное у нас агентство, да, и не информационный канал, на котором нужно размещать, не та площадка. То есть нужно это сделать более информационно. У нас есть, например, другие СМИ, на которых можно сделать и заседание, и круглый стол, и оповестить всех, сделать более ярким привлечение к этому внимания, и не в январе, феврале, не в декабре перед Новым годом, а желательно, конечно, если 1 января принимается, уже с 1 января такой закон нужен в силу вступает, то, конечно, за 2 месяца хотя бы собрать, и чтобы люди... Мы продали туры заранее, ранее бронирование произошло заранее. И сейчас те туры, которые, например, мы продали в ноябре и в декабре, собирать с людей деньги дополнительно, это довольно-таки затруднительно, потому что приезжает семья, из каждого человека по 200 рублей, включая детей, это получается 1000 рублей иногда, это, не маленькая сумма, поверьте мне, дополнительная. Вот. И хочется добавить о том, что все-таки разъяснений так четких нам и не поступило. Очень многие поступают мне звонки и спрашивают, сколько же все-таки нам платить, кому платить, как платить, платить за пребывание туриста до 14 дней или после 14 дней, учитывается, не учитывается. То есть полных разъяснений у нас не поступило. Очень хочется все структуры попросить о том, чтобы такие законы, когда вступают в силу, было полное разъяснение и как можно больше в прессе хотя бы об этом говорить. Предлагаем создавать рабочие группы специалистов, представителей бизнеса, других структур для проработки нормативной базы закона о туризме. Все-таки специалисты, которые работают в этой сфере, это наши боли, чтобы не было такого, как у нас потом было, как у нас случилось с законом об НДС. Мы очень долго потом его меняли, что-то дополняли, и это принесло убытки бизнесу. Давайте будем, наверное, друг к другу более экологично относиться и заранее проговаривать все эти новые законы и изменения в законы и нормативку. Сейчас, например, еще возникла проблема регулирования рынка транспортных и экскурсионных услуг, где интересы начали пересекаться транспорта и
логистики и экскурсионных компаний. Это угрожает качеству услуг, потере работы гидом и экскурсоводом. У нас появились водители, которые стали организовывать какие-то массовые сборы людей, говоря, что это регулярные рейсы, и под этим предлогом возят туристов по экскурсионным маршрутам. Не побоюсь этого слова, действительно экскурсионным. Если в прошлом году, позапрошлом появились маршруты Кындык, появились маршруты Черниговка, ладно, это можно было сказать, что это регулярные рейсы, что действительно возят они куда-то в населенные пункты людей. Можно было, да, это как бы завуалировать под это, то сейчас они уже, таблички вот в Сухуми висят везде, что люди будут, что они будут возить их. И на Рицу собирают людей, это сильно демпингует цены, людей везут, мы не знаем по какому маршруту, какое качество, кто должен регулировать этот маршрут, что им будут рассказывать. И потом, вот, ну, между нами говоря, я, например, как туроператор, да, не знаю, пострадаю или нет. Я буду просить исполнять, наверное, функции подрядчиков, договорные, а вот пострадают экскурсионные компании, пострадают в том, что цены демпингуются, пострадают гиды, да, потому что в любом случае, если эти маршруты будут без гидов, во-первых, людям все равно нужна достоверная информация. Мы уже говорили о том, что у нас есть проблема нелегалов, это уже муссируется давно и никак не решена эта проблема. Какую чушь несут действительно эти люди, вы не представляете, это уже и как бы от моих туристов поступает информация, от всех, мы давно об этом говорим. То есть все равно мы не нашли вот этого метода регулирования этого вопроса. Мы никак не пришли к этому единению. И законы были приняты, и много заседаний было. Линда Геннадьевна не даст соврать, сколько раз мы заседали, говорили и везде писали об этом. И все равно это все продолжается. И не буду говорить тезисы, что там говорят эти, ну, все прекрасно понимают, что говорят эти гиды, так называемые гиды, приезжающие из Сочи и рассказывают, что о нашей стране. Позорище как бы и нас, и на самом деле их самих. Вот, и много говорим об этом. А сейчас у нас еще будут маршруты, которые непосредственно будут, просто будут возить водители. А по каким маршрутам они будут возить? Мы сертифицируем свои маршруты. Маршруты остановки сертифицируем, где мы можем останавливаться, где мы не можем останавливаться, куда мы можем заезжать. Гид – это сопровождающий этой группы. То есть это совершенно как бы приводит к потере качества и сервиса и понимания самой экскурсии. Решение все-таки, я думаю, что будет. Мы написали письма, ждем ответов. Ответа пока не было. Министерство по туризму мы написали Министерство транспорта и энергетики Республики Абхазия. Ждем. Ну и также стоит отметить проблему, конечно, недостатка квалифицированных кадров, способных работать в условиях растущей туриндустрии. Решение этой проблемы может заключаться как в организации курсов, повышении квалификации, тренингов для местных жителей, для тех же управленцев, небольшие курсы, не короткие, не занимающие много времени, ресурсов и финансов. Потому что в межсезонье, я думаю, можно заниматься этими вопросами и переквалифицировать персонал. А также предлагаем дополнительные специальности в вузах ввести, чтобы они могли получить необходимые навыки для работы в сфере туризма. Это не только спасибо большое Абхазскому государственному университету, нашему Сухумскому институту, за то, что они выпускают ребят, но все-таки не хватает практики, и с этим мы будем работать. Я думаю, мы будем как можно больше предлагать программ, практикующих наших ребят у нас на местах непосредственно. Вот. И, конечно, профориентация у ребят должна быть. Они должны понимать, куда они потом пойдут и кем они потом будут работать. В Абхазии, как и во многих других курортных регионах, существует проблема плохой загрузки отелей в межсезонье. И многие из них совсем закрываются в этот период и снижение спроса на гостиничные услуги. Для решения этих проблем предлагаем разрабатывать стратегии, привлекающие туристов в межсезонье, и для того, чтобы обеспечить стабильный уровень занятости персонала в течение всего года. Для привлечения туристов в межсезонье, например, можно и нужно и на государственном уровне в том числе проводить различные мероприятия, праздники, фестивали, развивать санаторно-курортную сферу. Необходима информационная поддержка со стороны государства, создание инфоканалов, рекламных продуктов, нацеленных на популяризацию туризма в Абхазии.
Абхазии. Потому что мы, как блогеры, выступаем, мы делаем свои странички, мы делаем сайты. Очень многие рассказывают об Абхазии со стороны бизнеса, коммерции. Но вы не представляете, как важно для туриста из России, потому что в России так сложилась их внутри культура, что полученная информация из уст официальных властей, она звучит более весомо, наверное, и более значимо. Вот несколько раз выступал, я смотрела, вы знаете, вы, наверное, тоже слушали, премьер-министр Турции и звал туристов из России в Турцию отдыхать. Это выглядело очень круто, очень классно, и многие россияне отзывались об этом очень положительно. Хочу немножко остановиться все-таки на вопросе подробно гостей. 2 минуты, хорошо. Именно реновации, обновление номерного фонда, это уже заключительная история. Эксперты туроотрасли России говорят, что 70 номерного фонда нуждаются в реновации. В Абхазии примерно аналогичная ситуация. Но нам сложнее, так как нет субсидий от государства или кредитования, как в Российской Федерации. Ательеры для улучшения номерного фонда всегда используют финансы туроператоров, то есть те самые квоты, которые выкупает туроператор в летнее время. Ну и первое, что это портит, то, что демпингуется очень цена, и ательеры получают мало денег. Туроператоры срезают 50% прибыли, выручки вообще валовой. И это мешает в развитии. Почему? Потому что мы не можем повышать качество услуг, мы не можем реновировать отели. У нас номерной фонд устаревает, нам нужны ремонты, нам нужна смена мебели, смена матрасов и так далее, и так далее, и так далее. И мы все прекрасно понимаем, что на улице удобства уже не устраивают никого. Турист должен получить комфорт, ему моря уже недостаточно, он должен получить комфорт, и турист должен получить еще и комфорт в 2 раза круче, чем у него дома. Но это по закономерности гостеприимства и туристического бизнеса. Что мешает ательерам заниматься реновацией? Ну, это скупость, конечно, возможно. Деньги, которые они получают относительно за короткий сезон, 100 дней в году, это не очень выгодная история. Но и сказывается нехватка знаний. Но все-таки, опять же, хочу обратить внимание на субсидии, на поддержку бизнеса со стороны государства и, опять же, на кредитование с маленьким процентом. Потому что это даст развиваться хорошо внутреннему бизнесу, тем предпринимателям, которые уже ведут этот бизнес. Они повысят свою квалификацию, возможно, они обучатся, получат какие-то дополнительные знания, и еще плюс поменяются сервисы и качество в своих малых гостевых домах, больших гостевых домах. Очень хочется развиваться в этом направлении. 70%, я думаю, уже устаревает нашего фонда, это точно. Таким образом, несмотря на видимый рост и развитие, у нас возникают новые проблемы, которые влияют, и необходимо решать их очень быстро, и зачастую реагировать надо молниеносно. Спасибо большое за внимание.